Здравствуйте. Это программа «Сухуми Тбилиси». Сегодня мы поговорим о втором туре так называемых выборов, состоявшихся в Абхазии, и его результатах. Сегодня у нас в гостях Вано Абрамишвили, руководитель программы мира Кавказского дома. Здравствуйте, Вано. Напомню зрителям и слушателям, что программа «Сухуми Тбилиси» – проект Абхазского информационно-аналитического центра. Смотреть нас можно на всех платформах – YouTube, Facebook, TikTok. Темой передачи будет второй тур так называемых президентских выборов в Абхазии. Победил Гунба, и это было ожидаемо. Его ведь принимал Лавров и явно поддерживал Кремль. Это много значит. Еще до второго тура одним из важных моментов стало отношение проживающих в Абхазии этнических армян. Они явно поддерживали Гунбу. Специально просочились записи, на которых члены Ардзинбовского штаба весьма нелестно отзываются об армянах. Вдобавок была пропаганда, что Ардзинбу поддерживают турки. И понятно, как это действует на любого армянина. Как ты думаешь, на этом фоне шансы Гунбы продержаться до конца? Бжания и многие другие президенты не смогли продержаться до конца своего срока. Центральный вопрос заключается в том, сколько будет продолжаться митинговая демократия в Абхазии. Когда мы говорим «демократия», имеем в виду и этнократический элемент, так как те мобилизованные люди, которых мы видим, когда происходят такие волнения, являются этническими абхазами. Исходя из этого, на арену выходят уже мобилизованные люди. Соответственно, свое слово сказала невидимая масса людей, проголосовавших на этих де-факто выборах по этническому принципу, особенно среди армян, абсолютное большинство которых проголосовали за Гунбу. Но сейчас в Абхазии начнется традиционная митинговая демократия. Потому и не публикуется всеобщая перепись, которая на самом деле была проведена. И это меньшинство выходит на улицы и может свергнуть правительство, избранное большинством. Местная конституция устроена таким образом, что это привилегированная демократия, основанная на этнической принадлежности. Новый термин. Этномитинговая демократия. Сейчас на арену выходят именно эти люди. Нет никакого ожидания, что застрявшие спорные законопроекты хоть как-то будут улучшены или смягчены. Наоборот, есть четкие обязательства, взятые на себя абхазской стороной, которые нужно выполнять. Мы сделали тебя президентом, теперь будь добр вернуть эти проекты. И мы подходим к логичному вопросу. Законопроекты вернут в парламент, и, естественно, будет протест. Есть шанс, что этот протест снова сработает? Я уточню. В прошлом году, когда сорвали обсуждение этих законопроектов, ворвались в парламент, сломали ворота и так далее, тогда у Адгура Ардзинбы были довольно крепкие позиции. Очевидно, на акции потратили деньги. Сейчас, когда Ардзинба спокойно признал поражение на выборах, и это было очень странно, видна ли в оппозиции какая-то сильная фигура, которая сможет вывести людей на улицу и сорвать принятие этих законопроектов? В лице Каны Кварча и Ливана Микаа мы получили интересный феномен в оппозиции. Люди, которых лишили российского гражданства. Можно сказать, им нечего терять, поэтому мы можем увидеть их в авангарде этих митингов. Было видно, что Кварча хотел выдвинуть свою кандидатуру. Потом были его комментарии, что они не допустят, в том числе он имел в виду и Ардзинбу. И они не воевали и не проливали кровь для того, чтобы иметь президента, управляемого извне. Думаю, у этих людей будут свои амбиции. Ресурсы и поддержка? Это сложный вопрос. Ты хорошо знаешь настроение в Абхазии, у тебя есть контакты. Можем увидеть, что происходит в глубине? Это уже настолько стало частью политической традиции, что это уже может и не зависеть напрямую от ресурсов или их мобилизации. Может быть и наоборот. Люди самоорганизованно выходят, чтобы выразить свою злость, и достаточно даже маленькой массы. В социальных сетях есть определенный бабл, и он выходит на улицы очень легко. Эта политическая жизнь в основном протекает в Телеграме. Она русскоязычная, и мобилизация людей происходит очень легко. Исходя из этого, не стоит исключать тот феномен, что Ардзинба может уже не быть ведущей фигурой. Но я не вижу и прямой привязки к ресурсам. Если Ардзинба уйдет, и появится Кварча, Микаа, может исчезнуть и страшилка, что Ардзинба протурецкий. Ты упомянул двух политиков нового поколения. Во время этой предвыборной кампании стало очевидно, что эти кандидаты представляют новое поколение, в том плане, что поколение войны больше не участвует в политике Абхазии. Мы дожили до того, что даже Анкваб уже не премьер-министр. Вместо него назначен Делба. Эти люди с войной дела не имели. Я понимаю, что это могут быть лишние иллюзии, но когда-нибудь отношение к Тбилиси к нам должно поменяться?
Сыграет ли в этом какую-то роль тот факт, что к власти приходит поколение, не участвовавшее в войне? Первый такой феномен в грузинско-абхазской реальности в целом прозвучал именно в соотношении с Саакашвили. Это был человек, сменивший Шеварднадзе, с которым был связан период войны. А это был якобы политик нового поколения и так далее. Но быть политиком нового поколения не значит быть прогрессивным. В грузино-абхазских отношениях я вижу, что люди, которые не имеют отношения к войне, могут иметь комплексы. И это принесет результаты еще хуже. Они могут больше мифологизировать, делать больше радикальных заявлений, шагов и так далее. Можно сказать, что те, кто не был на войне и не видел этого ужаса, могут романтизировать войну и проявлять больше агрессии. Конечно, и это не может автоматически указывать на что-то. Иллюзий быть не должно. Но так или иначе, общество ведь меняется. Есть доступ к интернету. Неужели доступ к интернету постепенно не рушит их стереотипы? Или они пока до этого не доходят, потому что все ресурсы, как правило, русскоязычные? Наверное, стереотипы так просто не рушатся, так как не ослабевает российская пропаганда. Антироссийские настроения растут, но опять же из-за шагов России, а не из-за того, что, например, позитивная динамика появляется в грузино-абхазских отношениях. Такого я не вижу. И одну из самых больших трещин породила война в Украине, потому что был большой страх, что и среди них начнется призыв. Соответственно, не было уверенности, что этих людей не будут использовать в качестве живой силы. Мы видели, как во время Сочинской Олимпиады побережье считалось каким-то природным ресурсом, инертным материалом. Было такое и во время строительства Крымского моста. Когда России нужно, она использует все это в свою пользу. Именно этим и обусловлен рост антироссийских настроений, страха и недоверия, а не тем, что они видят в этих отношениях Тбилиси в качестве альтернативы. Нам нужно думать, как правильно все это переводить, чтобы использовать эти отношения на двустороннее благо. Я пока не вижу особых оснований думать, что Абхазия может освободиться от российских нарративов, пропаганды и так далее. Если взглянуть на абхазские учебники, на которых растет молодое поколение, такому небольшому периоду, как война, отведено около 50 страниц. Для сравнения, в грузинских учебниках это около 3-4 страниц. А там все описано по дням, по столкновениям. Там образовалось столько этнических стереотипов ненависти, что не так просто избавиться от этого. Целенаправленно делается так, чтобы абхазская национальная идентичность лежала в основе нарративов войны с грузинами. В свое время мухаджирство, которое было очень травматическим, заменили на эту новейшую историю, которая тоже очень травматичная. Но ущерб-то разный. Тогда переселили чуть ли не все население. И кто был адресатом? Российскую империю заменили антигрузинским феноменом. Самым сложным вопросом в урегулировании нашего конфликта является то, что с обеих сторон у нас имеют жертвы и травматический нарратив. Несмотря на жертвы, они-то получили де-факто правление, но абхазы все равно не считают себя победителями. Наоборот, они говорят о травме и о том, какие жертвы они понесли и какой ценой им село все это. В разговоре с ними не видно, что они победители. Наоборот, у них есть претензии. Но не претензии победителя к побежденному, а претензии побежденного. Все-таки все остается в нарративе большого и слабого, а по калибру для нас большой является Россия. Соответственно, нет классической привязки победителя, проигравшего в конфликте. На самом деле это вызов. Классические формулы к нашему конфликту неприменимы. Сейчас там назначены местные выборы, и как думаешь, на фоне проигрыша Ардзинбы есть ли шанс у оппозиции? Я понимаю, что Мика и Квар – политики нового поколения, но мобилизовать народ и вывести его на улицу одно, а успешно участвовать в выборах – другое. Для выборов нужны ресурсы. На фоне того, что с явной поддержкой Кремля победил Гунба и Ардзинба довольно легко признал поражение, есть ли шанс, что оппозиция будет бороться? Мы привыкли, что абхазская демократия пульсирует. Митинга этнодемократия ведь такая. Она никогда не отдыхает, все время пульсирует. Стоит ли ожидать интересных событий на выборах? Думаю, в абхазской реальности большое значение имеет то, кто будет де-факто мэром Сухуми. Если делать акцент на центральные города, у де-факто выборов будет важность и политическая ценность. Но есть ли шанс у оппозиции? Думаю, у проправительственных сил больше не будет такой поддержки. Может, даже наоборот.
У оппозиции может появиться возможность протестировать свои новые нарративы. Я думаю, они так просто не деморализуются и не сдадутся, потому что ситуация там такова, что никто никогда не знает, когда еще появится удобный момент. Тем более мы знаем, что Россия может заключить сделку с любым человеком и предъявить ему свои условия. Не думаю, что Гунба чувствует гарантии. Наоборот, это огромное давление, и отношение Кремля к нему может легко измениться. Потому что ему некуда идти, кроме Кремля. У него не осталось другого пути. А Кремль может найти ему замену в любое время, если он не выполнит поручений. Еще один момент, который проявился на этих так называемых выборах, это то, что в дело вмешалась прокуратура России. Были возбуждены уголовные дела против тех, кто угрожал местным армянам, и по инциденту, произошедшему на одном из избирательных участков, где произошла стрельба. Никогда еще Россия не вмешивалась в дела Абхазии. Прокуратура напрямую угрожает жителям, которые выступили против российской воли, желаемого ею кандидата, Гунбе. Ворвалась на избирательный участок, угрожала армянскому населению, которое поддерживало Гунбу. Ты знаешь, какие там настроения в обществе. Есть какая-то реакция на такое прямое вмешательство? Это напоминает мне соглашение годичной давности, согласно которому в случае кризиса Росгвардия могла зайти в Абхазию. И за этим последовала ужасная реакция абхазского общества. Думаю, все это и тот факт, что прокуратура возбудила дело, возобновила дискуссию, и это еще раз сыграло удручающую роль. Вскоре после первого тура МВД России сделало заявление. Был брифинг, на котором говорили о происходящих там событиях. У населения было негативное отношение к этому. Я не думаю, что у этого расследования будет продолжение. Это просто было предупреждение, чтобы на месте ни у кого не было искушения устроить беспорядки, дестабилизировать ситуацию. Прокуратура возбудила дело. А что потом? Арестуют абхазов на территории Абхазии? И куда их повезут на суд? Где посадят в тюрьму? В Сухуми, в Челябинске, в Сочи? Это сложная тема. И Росгвардию так легко не ведут. Однако давай представим. Допустим, ситуация обострилась, и народ пошел против Гунбы. Их мобилизовали молодые политики Кварча и Микаа, и дело дошло до Абхазского Майдана. Росгвардия разве не войдет, если дело дойдет до еще одного переворота? Все зависит от глубины кризиса, от темы этого кризиса. Естественно, причиной будут законы. Уточним для зрителей, что эти законы позволяют России покупать землю и недвижимость в Абхазии. Сами русские сказали, что эти законы будут модифицированы и интересы абхазской стороны будут больше учтены. Но нужно посмотреть, что это охватывает. Нужно учесть, что оппозиция была осторожна в формировании этого нарратива. В основном говорилось, что местному абхазскому бизнесу угрожала опасность. Малому бизнесу, потому что Россия заходила с большими деньгами, и малый бизнес терял все шансы. Так что если будет хоть какая-то поправка, может де-факто такого и не быть. И даже нет особых ожиданий, что там будут учтены интересы самых слабых. Если будет какая-то смягченная поправка, она уже будет открыто антироссийской, и на это они не пойдут. А может быть и наоборот, и русские могут чему-то научиться. Мы знаем, какими гибкими они могут быть, и не проявлять упрямство, если это не принципиальный вопрос. Если захотят, но заставят ли их абхазы захотеть? Все будет зависеть от того, насколько Гунбе удастся сохранить контакты с русскими на высоком уровне. Там и Кириенко не последний человек, который является, так сказать, менеджером и бюрократом большого калибра еще с ельцинского правительства. Он был и руководителем Росатома. Мы знаем, какое значение имеет это для Кремля. Так что не все так просто. В отличие от своего предшественника, он много раз приезжал в Абхазию, а это указывает на то, что он следит за событиями с близкого расстояния. Может и наоборот, есть попытки лишний раз не нагнетать там обстановку и делать что-то в качестве превенции. Я думаю, что вопрос Абхазии вернулся в качестве приоритета для России, что естественно в контексте Черного моря. Тем более это важно на фоне войны в Украине. Аэропорт тоже дополнительный логистический вопрос. Военной логистики. Исходя из действий администрации Трампа, с России могут снять санкции на определенном уровне, но Сухумский аэропорт останется в изоляции. Соответственно, любая нормальная деловая российская авиакомпания, которая летает в Сухуми, не может полететь ни в Нью-Йорк, ни в Стамбул, никуда. Соответственно, он останется лишь военным аэропортом. Это напоминает мне 2014 год после аннексии Крыма. Россия предпочла использовать серую зону, Цхинвальский регион. Открыла там банк международного развития и оттуда пересылала деньги на Донбасс. Тут может быть такая же логистическая причина. На радарах может и не быть видно, кто куда летает и так далее.
или кто куда приехал, какой груз и так далее. В России достаточно аэропортов. Ей дополнительный Сухумский аэропорт ни к чему. Было очень интересно. Спасибо, Вано. Исходя из того, что в Абхазии будет продолжаться такая интересная социально-политическая жизнь, мы будем снова ждать тебя в нашей программе. Спасибо, что пригласили. Мы еще вернемся.